Вот и приехали. Вот он наш тоннель, выкопанный 2 года назад. Так, еще у меня в планах одна работа есть. Пойду сделаю съезд для буксировщика, чтобы зимой не прыгать на речку. А где идет просека, сделаю съезд. И надо будет еще дорожку здесь сделать для букса. То везде лежат бревна. Так, вот она, наша просека. Вон крутой берег. Нам наша задача сделать его более-менее пологим. Сейчас посмотрим, что у нас с этого получится. В общем, надо уронить вот этот берег. Ну вот и все. Пару часов работы. Вот такая вот получилась у нас красота. Вот так вот было. И вот так вот стало. Больше метра в высоту. Ну, куба 3, наверное. Земли я перелопатил. Если считать здесь, то все кубов 5 получается. Теперь, я так думаю, уже на буксировщике здесь можно будет подняться с разгону. Вот, допустим, вода все равно больше будет оттуда. И туда, на берег. А так, вот по такому берегу на буксировщике ты, да и на любом снегоходе ты не поднимешься. Вон. Потому что крутой свал. И чтобы подняться на этот берег, надо объехать около 10 километров туда, где дорога. А так сделали прямую дорогу. Пригодится себе, пригодится людям. И теперь наша задача сделать дорогу на правый берег Печоры. Мероприятие это опасное. Вот. Здесь я просеку 2 года назад прорубал. Все, дорога более-менее чистая. Теперь одеваем лыжи и шаг за шагом смотрим. Туда-то я проеду 100%. Поднимусь ли обратно я, если не проверю, то вопрос. Во-первых, надо взять пешню. Я не знаю, как замерзла река. Может, здесь полыня под снегом. Это все надо смотреть. Если бы я с осени здесь был, я был бы уверен. А так, 2 года назад здесь полыня была до января месяца. Может быть, она и сейчас так же. В общем, одеваем лыжи и потихонечку, шаг за шагом, будем перебираться на правый берег. Погнали. Оба-на! Снегу очень много. Выше колена точно местами, но не по пояс. Но еще не вечер, еще январь месяц, еще в феврале еще, я думаю, наметет. Ладно, все. Одеваем лыжи, берем пешню и погнали. Так, ну что, вот еще не успел дойти до речки. Уже вижу слева от меня промытая, а тут с берега сразу идет глубина. Буквально 2, 3, 4 метра. И вижу, что там вот снега нету, там промыто. Здесь очень опасно, потому что течение бьет сюда, и берег здесь промывает. Ну, проверим на всякий случай. Ну, что-то уже... Оп! И вот здесь получилось очень и очень круто. Вон, несмотря на тоннель, ходом бы буксировщик, может быть, поднялся, но для этого нужен разгон. А разгон, если на реке вода, набрать никак. Так. Опа, и справа тоже вон промоина. И тут вода.
Тут вода. Везде промоины. Что-то мне подсказывает, что ничего у нас не получится. Очень много воды. Печалька. Печалька, печалька. Вон. Как мы и ожидали, даже не стоит мочить лыжи. Даже если мы верхом пойдем, с первого раза мы в эту горку не поднимемся обратно. Такую крутую оно будет буксовать. Лебедки у меня нет. Два года назад делал я пологий спуск такой, но большой водой смыло. И теперь в одном месте градусов, наверное, 50, вот так вот. Резкий подъем, и он не поднимется по-любому. Ходом бы, да. Был бы разгон, можно было разогнаться и подняться. Но места для разгона, к сожалению, нет. Так что лыжи даже пока мочить не будем. Лыжи оставляем. Сейчас попробуем второй вариант. Немного пройти, все-таки рискнуть. Протоптать дорогу. Может быть, подмерзнет. Хотя какой подмерзнет, такой теплынь. Был бы мороз, другое дело. Ну вот мне вот это пугает уже. Вот тут вот размыто и тут размыто. Берега здесь размывают, получается. И опасно. Может быть, лед гнилой. Очень и очень плохой лед. Как бы вроде как бы и пешня держит. Посмотрим. Сколько пройдем, столько пройдем. Попробуем протоптать дорогу. Может, подмерзнет на будущее хотя бы. А так воды вон очень и очень много. Вон воды километр. На урагане сюда я не поеду, друзья. Не поеду. Будем думать, что делать. Есть второй вариант. Ехать в обход. Но это очень далеко. Очень далеко. Тут вот есть место тоже хорошее. Ладно, что, попробуем потоптаться немного. Утрамбовать это все хозяйство. Нет так нет. Пойдем в избу. Что теперь? В обход у нас день закончится. Завтра, если не получится, завтра с утра пораньше поедем в обход. Попробуем. А тут дорога подмерзнет, если не заметет, и будет все хорошо. Ладно, погнали топтать дорогу. Опасно, конечно, но каждый шаг после пешни. Дай бог провалиться, конечно. Вот так вот, шаг за шагом. Вот так вот будем шаг за шагом делать дорогу. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый. Кромка льда. Кому память, кому слава. Кому темная вода. Не дай бог. Что, пока выключаемся, будем делать дорогу. Итак, короткое включение. Вон, начало темнеть, повалил снег. Воды очень много, шаг за шагом продвигаюсь. Где-то воды меньше, где-то больше, где-то поверху даже иду. Но везде вода, сухого места еще не нашел. Шаг за шагом
Вон второй берег. Он даже немного ближе. Но повалил густой снег и как бы стемнело даже. Навряд ли сегодня получится какая-то рыбалка. Блин, и дорогу даже вот сделаешь, вот так вот шаг за шагом, ее всю заметет. Был бы мороз, это все бы прихватило. Завтра бы здесь катались уже так вон. Проваливаешься. А снизу вода по колено. Ураган-то пройдет поверху. Сегодня бы топтанул. Был бы мороз, завтра замерзло и все. Но с санями может зарыться. А там хрен его знает какой лед. Тоже опасно. Не знаю броду, как говорится. Главное до песка добраться. Песок уже недалеко. Там нормально будет. Так что взялся, пройду до конца все равно. Да хоть до темноты, хоть как. Но если взялся, уже пройду. Опа, 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 опа. Вот так вот, вот так вот. И дали, да? И дали. Вообще не держит. Лыжи не стал мочить, смысла нет по воде. Было бы сухо, пошел бы на лыжах. А так камусовые лыжи кончатся сразу. Вот. Как-то вот так вот пробиваем дорогу. Ой, был бы более-менее кто безбашенный, он бы на скорости бы попробовал. Или бы проскочил за 2 минуты, или бы сел и оставил снегоход. И я не такой, я не такой, я не такой. Ну что, заготовили немножечко дров. Березка, сушняк на растопку. Тем временем пол реки уже проверено на прочность льда. Коми рыбак прошел полпути. Шаг за шагом. Так и есть в незнакомых местах. Погода вообще испортилась. Стеной. Вон, вообще ничего не видно. Не вертикальной, а горизонтальной стеной пошел снег. Сильный северный ветер и снегопад. Вон. Снег пошел поглубже и вроде стало суше. Но тут в принципе уже утонуть не должен. Тут уже, наверное, почти песок. Ну, по крайней мере, скоро будет, наверное, уже метров через 100. Нет, еще пока лед. Ну, такое ощущение, что лед пустой. Вот. И очень много. О, пробилось даже. Да. Здесь уже вон воздушная прослойка, немного воды и песок. Все, дальше уже не утонем точно. Завтра по светлому уже будем пробиваться дальше. Посмотрим, куда доедем, куда не доедем. Смысла сейчас нет сил тратить. Надо сейчас потихонечку возвращаться. Проехать, не знаю, получится или нет. Сегодня, наверное, не буду пытаться. Сегодня лучше, пока не стемнело, сделаю, протопчу снег на подъеме, накидаю, может, что как. И поедем в избу отдыхать. Утро вечером мудренее. Сегодня ни о какой рыбалке речи быть не может. Вон что творится на улице. Дождались самой лучшей погоды. Неделю, наверное, стояла хорошая теплая погода, без ветра, без снега, но мы ездили в Сыктывкар по делам с Романом. Ну все, пока на сегодня. Иду обратно и буду топтать подъем. Завтра с утра будем пробовать. Все, друзья, встречаемся в избе. Надеюсь, обратно уже доберусь по своим следам. Дело пойдет побыстрее. Роман уже не дождался меня в избе, пошел навстречу. Что, не видел меня, нет, как я переходил?
Изначально, да, потом пошел снег, нет? А снег стеной я употел. Ну что, Роман меня переубеждает, что в эту горку Букс, говорит, не поднимется. Поехали куда-нибудь, говорит, другое место. Я говорю, вниз-то точно спустится. А дальше хрен его знает. Как бы вариант по берегу, но там по берегу тоже проедем ли. Опять же, там кусты, все такое. И объездная дорога санная. Хватит ли нам бензину? Вариант есть. Блин. Ну а нахрена тогда это все топтал? В общем, если завтра немного подмерзнет, минус, пойдем сюда. Если нет, утро вечером мудренее. Утром посмотрим, да? Так что потопали к избу. Сейчас немного здесь потопчемся еще. На всякий случай. Утрамбуем, чтобы подстыла эта вся каша. Потому что вон здесь по колено снега. И сделаем более-менее плотный снег. И отдохнем. Мы что сюда, за рыбой что ли приехали? Мы сюда приехали на рыбалку. И отдыхать из избушечки. Да, Роман? Ром? Обязательно. Ну а что теперь? Рыбу можно и в магазине купить, да? Ладно, я понимаю, он по пологому ездит, да, но по 90 градусов он точно кататься не умеет. Ну снегу туда натрамбуй, да и все. Понятно. Это прошлый год я хорошо, позапрошлый делал, а прошлый год я не поправлял. Конечно, весной смыло, получился резкий спад. Там, да, может забуксовать. Потому что вот так вот резко. Тын-тын. Ладно, будет день, будет пища. Пошли в избу. Рома даже пешком не может подняться. Высоко? Высоко. Так, ну что, пока мы топтали там дорогу, не знаю завтра как проедем, но вниз проедем точно. Стемнело просто на глазах. Вот, добрались до избы. Сейчас будем готовиться к ночлегу, к ужину. В общем, самое интересное. Но прежде чем приступить к самому приятному, на улице у нас сегодня снег тает. И вот эту всю... Первым делом закрою кран обязательно. Кран закрыт. Массу выключил. Вроде бы сейчас проверю. Нет, не выключил. Все, массу выключил. Кран закрыл. И вот этот сырой снег, что накидало, надо убрать, чтобы все это не примерзло сюда к тросикам. Все такое, чтобы тросики были не в воде. Сегодня хорошенько урагаша мой потрудился. Так что надо за техникой следить. Все, с цепочки. Вот завтра, чтобы ничего не намерзло. Следующие съедомые звездочки. Вот это все убрать. Просто сразу, чтобы завести и поехать. Так, вот здесь вот еще почистим. Гусяночку освободить сразу. Звездочку, все такое. Все нормально. А завтра он заведется, остальное сам раскидает все. Как-то вот так. Техника любит уход. Нагрузки по такому снегу он получает обалденные. Тут и говорить нечего. Вот он килограмм, наверное, 15-20 только сырого снега на себе таскает. Так, ну все, теперь еще так вот застегнем обратно наш чехольчик. Снимал, потому что вон чехол задевает кнопки. Надо что-то придумать, поставить какое-то такое место, чтобы не задевать ни стартер, ни чехол. Вот так вот сейчас накроем. И будет нам не страшен серый волк. Вот так. Отверстие вниз. И все, вся проводка будет сухая. Сделал вот такую канистру еще для удочек. Говорил уже, наверное. А то они обычно в корыте валяются, ломаются. А так, бац. Вот отпилил обыкновенную канистру советского образца.
И все. Тут уточки положил, закрыл. Вот так вот. Нормально. Все, теперь осталось вот, теперь фартук. Еще фартук уберем. Вот так вот снизу. И корыто сделаем вот так вот. Как-то вот так вот. Завтра сейчас это все уплотнится, завтра просто палочкой постучу, и это все отойдет. Ну все, сейчас еще одеялом здесь укрою, чтобы лишний раз не намокало. Остыло. Остыло. И оно у нас внутри все, что обсырело за целый день, подсохнет, пока двигатель теплый. Возьму одеяло и укрою. Вот такие вот процедуры желательно проводить каждый раз, когда остановились на ночлег. Ничего не обледенеет, все укрыто. Сейчас все это подсохнет там внутри, все чики-пуки. Как-то вот так. Ну а теперь приглашаю вас в избу. Сейчас вот это самое приятное. Сделаем свет. Так, в мешке у нас тут ничего, да? Там одежда. Одежда. Но пока не нужна, не будем заносить, да? В принципе, да? Штаны, куртки. Ну что, добрый вечер. Чай кипел? Да. Отлично. Сейчас сделаем свет и будет все украсиво. Ох! Так, ну что, немножко подсохли. Повесили одежду сушить. Боялись, что будет прохладно. Так нет. Видать, то, что снежная шапка на крыше, тоже греет неплохо. И довольно-таки нормально, комфортная температура. Термуха немного такая еще влажноватая. Все остальное весь сушится возле печки. Ты как, сухой? Нормально? Да. Это что, блин, я пока там топтался, одно, другое, третье. И самое главное, вот устал, вспотел, но это мне нравится, потому что я уже засиделся дома, уже я не могу сидеть, не могу лежать, не могу монтировать, уже мне надо было, вот эта физическая нагрузка уже нужна. Зато немножко отхаркался, хоть нормально, легкие подышали, поработали. Вот так надо каждый день. Реже отдыхать, чаще работать. А у нас наоборот получается, что практически весь декабрь, практически весь январь сидя, но не считая то, что вот немного вот на палках немножко поработали. Так, ну что, до ужина у нас еще немножко рано. Кто поработал, а кто дома посидел. До ужина у нас, тебя как, палец как нормально зарастает. Немножко сколько уже, сантиметр вырос? О, какой он уродский, господи. Он то, что, видимо, влага начал попадать, еще видишь, на краю, типа, зелененьким покрывается. Можно даже пугать. Раз показал и испугались. Так, ну что, до ужина еще далеко. Кушать пока неохота. Недавно обедали плотненько так. Я так думаю, с мандаринчиком или с бананчиком что-нибудь по 50 капель. И, пользуясь случаем, прочитаю пару комментариев. Давно уже хотел, просто не было случая. Давай по маленькой сначала, да, наверное? Опа-на! Ха-ха! Рюмка-то пустая. Кто-то все-таки приходил. Не зря третью наливаем. Так, что, по половинке или как? Как обычно, по плечике? Давайте по плечике. Что смотришь? Как будто чайный пакетик разобрали, видишь? А? Пока нас не было, как будто чайный пакетик разобрали. А это я то, что колотил, наверное, посыпалось. Гвоздь приколотил, это с потолка посыпалось, наверное, все. Так что и кружки, и чашки, наверное, тоже посыпалось. Но это, типа, это не песок, а скорее всего... Мох. Не мох, а от коры, наверное, вот это. Короеды, когда едят, вот это, наверное, вот это... Какашки короедов, короче. Главное, не мышиные, да? Главное, не мышиные, да. Тут решил
повесить повербанк с лампочкой. Не висит, падает. Решил заколотить гвоздь 200-ку. Тупой, ржавый. И пока я тут колотил его, блин, изба ходила ходуном, и все вот посыпалось. Ну ничего страшного. Вот так вот чисто стало. Главное не мышиные какашки. От мышей все убрались. Кстати, еще раз вот убеждаю, что действительно отличная вещь. Вот эти плащи. Роман сегодня сухой, а куртка у меня хоть выжимай. Но ноги сухие. Получается, на мне одежды нету, чтобы потеть, но при этом и не продувает. Да. Вообще не холодно было, комфортно, да? Но мороз-то все равно, курточку-то надо быть. На. Тихо. Опять подуло. Сейчас если заметет все это, сравняет, еще получается зря ходил, зря топтал. Ну что, давай, почистил. Сегодня у нас фруктовый день. Что тоже, наверное, порезать. Бананы лопала бомба. Нанай. Так, а где у нас ножик? Где у нас режик? Это у нас легкий полдник получается. Ужин будет у нас впереди. Не знаю, сделаем ли включение на ужине. Посмотрим по настроению. Выйдем еще сейчас немножко дров приготовим. Так-то, в принципе, запас сделали. Просто сырых дров, чтобы жарились подольше. Ночь длинная у нас. Часиков. Сейчас сколько время-то у нас? Время у нас еще без 4-6. 12 часов нам надо эту ночь провести как-то. Я так думаю, раньше 9 смысла нет ложиться, иначе мы это... Завтра часиков 5 также встанем, пока позавтракаем, пока пробьемся. Все-таки я проверю еще здесь, потому что тепло могло и не примерзнуть, а стать еще хуже, еще больше воды. В таком случае мы просто разворачиваемся и обратной дорогой в Кругаля едем. Если немножко примерзнет, я проверю, поедем здесь, в так Кругаля дадим, потому что здесь пробовать не будем. Ну ладно, будет день, будет пища, давайте, берите. За рыбалку. Мы уже на рыбалке, только правда еще сегодня лунки, ни одной лунки даже не просвежили. Все будет завтра. Главное, мы на месте, и это хорошо. Что, Ромашка, в армии вспоминал о таких избушках? Об этих посиделках. Наверное, не раз приходил в голову, особенно когда сезон, да, весенний. Вот это да, вот только хотел сказать, немножко не о таких. Когда, наверное, весна начала таять, тем более, говорят, шутки прилетали, да, вот? Да. Были крикоши. Даже пытался С рогатки. с рогатки добыть крикоша. Еще б чуть-чуть, и шулюмчик был бы там уже, да? Если попал. Ну тоже это надо нормально же попасть, чтобы кряку-то уложить с рогатки. В голову попал бы. Нормально. Нет, надо. Надо самое лучшее это подшипники. Мы в интернате когда учились, когда наступал сезон, белка, когда уже шкурку меняла, это где-то был конец октября, наверное, снега мало у нас. Даже собака была своя возле интерната, при интернате, можно так сказать. Как же собаку-то звали? Черная, пушистая. Пятна, не пятна. Тайга, не тайга. Блин, забыл. Ну ладно. Неважно. И все, человек 10-15 идем. Ну, правда, нам, младшеклассникам, старшеклассники, как бы немножко не давали. Больше мы за камнями бегали, они камни свои выпуливали. Нас за камнями отправляли. Вот мы 4-й, 5-й, там до 6 класса, допустим, за камнями побежали. Полные карманы там набрали на берегу камней. И бегом старшеклассникам. Чего долго еще вас ждать там? Давайте, ну там, мы тоже рогатки есть, там оставишь себе заначку, там где-то камней 10-15 тоже. Шлеп, шлеп, шлеп. И реально добывали по 5, 6, 7 белок в день. Белка тогда стоила, нормальная цена была. И потом шкурки старшеклассники снимали.
сдавали заготовителям куда-то, но чистые там, без единой дырки получаются шкурки-то, там что, кровоподтек небольшой есть, и это нормально. И потом на новогодний праздник, получается, покупали всякие там конфеты, печенье. Помню тогда вот эти болгарские консервы были, фрукты, персики, не персики такие, ну, вкусняшки всякие при Советском Союзе. Стол был шикарный в интернете, конечно, на Новый год. Все вот на эти деньги. Ну, старшеклассники там могли позволить себе немножко, наверное, там, не знаю, винца, не винца. Об этом история умалчивает. Может быть, может нет, не знаю. Нас, по крайней мере, к этому нет. Когда мы стали старшеклассниками, как бы, это почему-то отошло. Я вот не помню, мы вот почему-то уже мы не ходили, не стреляли. Как-то Белки кончились. не то, что белки кончились, может быть и белок стало меньше, они же миграция тогда много было. Немного-то было, собаки уже не было, очень народу меньше было. Вот когда мы были в младших классах, очень много народу было тогда. Получается, мы в комнатах жили по 3-4 человека, в маленькой комнате, а у нас были большие комнаты, мы их называли казарма. Там по 8-10 человек вот в одной комнате большой, допустим, жили. Скажем, у меня 4, 5, 6 класс, вот это разновозрастные такие, разношерстные получаются. И нормально, не было родителей. Родители видели только на субботу-воскресенье. Отец приезжал на лодке, отвезет, пока распутится, и 2-3 недели бывало, родители не видели. Никакого надзора не было, учу уроки, сами учились. Я учился без троек вообще, сам. Никто меня не заставлял. Сам подготовка с 16 до 18. Все, я уроки выучил, допустим, за час, за Ну, полтора. я вижу, у тебя, получается, все равно распорядок был. Ну, режим, конечно, режим. 6 часов был ужин. После ужина приходили, просмотр телепередач, допустим. Если кто-то не успел уроки учить, еще подучил, там, стихотворение наизусть выучил. 9 часов отбой, 7 часов подъем. Единственное, что я помню хорошо, то это за белками нет, но когда мы уже были старшеклассниками, никто в интернате не курил. Интернат курил всегда, старшеклассники особенно. Мы сами не курили и не разрешали курить младшим классам. Вместо этого у нас каждое утро была зарядка. Я сам лично бегал вокруг интерната несколько кругов, турник, все это. И независимо 4, 5, 6 класс, это спорт, зарядка, вот эта физзарядка утренняя вот именно. Ворчали, мы всех поднимали, давай, в жизни пригодится. Курить не разрешали, это было вообще, если с сигаретами кого-то поймаешь, это все, ты, допустим, 10 кругов вокруг интерната, это все жестко было. Девки курили, да, 9-10 класс, девки курили. Дедовщина здорового образа жизни. Ну, можно даже сказать и так, своеобразная. Они облегченно, наверное, вздохнули, когда мы на дембель ушли. Кстати, я последний десятиклассник, это 89-й год я дембельнулся со школы. Последний 10 класс. В 90-м на дембель ушел уже 11 класс. То есть я последний десятиклассник. После меня уже был 11 класс. Они перешагнули вот это классы, тогда поменяли. Раньше за 10 лет учили, и как бы дураками не выра, а сейчас 11 лет учат. И что-то пошло не так. Что-то пошло не так, да. Зачем растянуть? Нормальная система образования была. Зачем эти ЕГЭ? Зачем вообще что-то менять, когда все уже налажено и все хорошо? Вот я этого не понимаю. Ну, видать, кому-то, значит, так надо. Не знаю почему, но мне кажется, вообще не меняли бы ничего, жили бы сейчас как китайцы, блин. У китайцев до сих пор еще коммунизм. Социализм или коммунизм, там что-то я не знаю. Но они цветут и пахнут, получается. А вон развитие какое у них. Все шикарное. А у нас зачем-то решили перестройку сделать. Ну, это продажные сволочи эти, блин. Горбачев с Ельциным. Продали матушку Россию. Советский Союз, кому он нахрен мешал? В то время бы не продали, сейчас бы этого бардака не было. Жили бы все мирно и дружно. Разбросали всю Россию. Ладно, не будем о грустном. Все, что не делается, все к лучшему. Значит, так было Богу угодно. Немножко отошли от темы. Немножко расфилософствовались. Так, давайте сначала прочту один комментарий, один единственный. Ну, может быть, два.
Просто давно уже хотел, это где-то, наверное, месяц назад или два. Иван, хочу привет передать Ивану Жиганову и ее супруге, потому что комментарий к камчатскому ролику, не помню какой части, пятой, наверное, части. Читаю дословно. Иван Жиганов пишет такой комментарий. Хомербак, смотрю всегда тебя, как и жена. Кстати, сегодня поженились. Хотел поздравить именно тогда, не получилось. Вот не было у меня выезда в избу. Поздравляю, живите долго и счастливо. До золотой свадьбы, до красной свадьбы. Дай Бог вам здоровья и счастья и детишек побольше. Сегодня поженились, но комментирую только на вахте, так как дома с телевизора не оставить. Получается, поженились и на вахту сразу. Медовый месяц на вахте, нормально. Поздравь ее, если будет случай. Людмила из Каджирома. Людмила из Каджирома и Иван Жиганов, поздравляю вас от души с лесной избы. Дай Бог вам всего хорошего, здоровья, счастья. Еще раз скажу, много-много детишек. Потому что именно в детишках наше счастье. Мне Бог дал только 3, что теперь? И на том спасибо. Хотел хотя бы минимум как 5. Да, прикинь, после тебя сейчас было. А ведь можно было. Вот. Так, что? Пойдем дальше. Прочитаем еще пару комментариев. Так. Хочу передать огромный привет Григорию Парникову и поблагодарить за материальную поддержку. Был перевод Григорий Алексеевич Парников. Хочу сейчас обратиться к вам, друзья, чтобы кто мне посоветовал, может кто-то имеет не то чтобы опыт, а может у кого-то такое было. Вот у меня, допустим, Рено Логан, да, уже немножко начинает, вернее не немножко, а уже множко. Все мозги уже выкомпостировал. Работает идеально, все четко. Завел, поехал, расход нормальный, все устраивает. Но бывает какое-то завихрение. Раньше, допустим, раз в полгода, потом начало чаще и чаще и чаще. Сейчас практически раз в неделю. Утром выходишь, то есть вечером поставил машину, она работала, все четко. Утром выходишь и не заводится. То есть если летом, весной вот такое было, я уже знал, день, допустим, не трогаю ее. Поначалу пытался там скинуть ошибку, так клемму с аккумулятора скинуть, одно, другое, третье. Выхожу на следующий день, допустим, завелась. Что было, хрен его знает. Работает месяц, 2, 3, хоп, опять такое завихрение у него, опять не заводится. Но потом я уже знал, ничего же не дергал, ни клеммы, ни ошибки, ничего не скидывал, просто ничего не делаю. Проходит полдня, допустим, проверяю, не заводится. Стартер крутится, четко. Бензонасос работает, все работает. Проходит день, подхожу, завелась. Месяца 3-4 опять работает. Вот. И потом что-то ближе к зиме стало у меня чаще, и теперь она у меня уже, получается, вот перед поездкой в Сыктывкар, она у меня не завелась. Были морозы, потом морозы упали, она не завелась. Отгоняем в гараж, чтобы нашел мастера, электрика. Отогнали гараж, говорит, пусть оттает, я посмотрю. Она буквально постояла там до утра, оттаяла вся. Пым, завелась. Он говорит, я проверил, все датчики в норме, все нормально, все работает. Я, говорит, рабочая машина, как я, говорит, найду неисправность? Зови, говорит, меня тогда, когда она не заведется. Забрала я машину, заправил полный бак 95-й бензина. Почему-то я думал из-за бензина все это поначалу. Вроде поработала день, поработала 2, потом один прекрасный момент опять не завелась. Опять к тому мастеру отгоняем. Постояла буквально 15 минут в тепле, он только подошел к ней, дай попробуй, завелась. Что это может быть? Ладно, завелась, я уже ее не трогаю, потому что нам надо было ехать в Сыктывкар. Перед Сыктывкаром она, слава тебе Господи, завелась. Доехали до Ухты, 2 дня мы там в Ухте были, да, получается. Там она заводилась,
то есть даже переночевав, зима, сколько градусов, сколько, 10-15 было, наверное, да? Там? Тогда, кстати, холоднее даже было. Да, Было градусов 20, а потом, когда доехали до Сыктывкара, стало градусов 7. да. Заводилось день, заводилось два. Доехали до Сыктывкара, все нормально. Идеально все работает. Доехали до Сыктывкара, поставили рабочую машину, поставили на сигнализацию, зашли домой. Утром вышли. Бр! Не завелась. Пошли пешком, побежали. Хорошо, что километра 2, наверное, 2,5 было, да? Это ВВК-то. Угу. Поехали, пошли пешком. Ромка по своим делам, я свои дела пошел, сделали, все, пешком притопали обратно. И у нас полдня ушло. Просто я начал методом тыка менять все подряд. Думаю, датчик коленвала. Проверяю искру, искры нет. Бензосос работает, искры нет, естественно, заводиться не будет. Первым делом думаю, что? Искры нет, значит датчик коленвала. Спасибо Уткину Константину, коллега мой, сейчас проживает в Сыктывкаре. Подъехал, я позвонил ему, Костя, говорю, покатаешь? Не вопрос. Костян подъехал, прокатились до одного магазина, купил датчик коленвала. Поменяли датчик коленвала, искры нет, машина не заводится. Что еще может быть? Предохранители проверили, все работает. Весь намерзся, весь в холоде, это уже, хотя минус 8 всего было, с этим железом копаться, я весь в чистом, стал весь грязным, блин. Ладно, поехали, думаю, давай, может, дело в модуле. Модуль зажигания, провода оттуда идет. Поехал в магазин, купил модуль. Поменял, искры нет. Ладно. Что делать? Что дальше? Крутили, вертели, замерзли. Хорошо, что земляки работают и в городе Сыктывкар, Строицко-Печорского района. Позвонил ребятам, я говорю, так и так, объяснил ситуацию. Ну, перегоняй, мы пока еще здесь. Все, перегнали. Сегодня мы, говорит, трогать ничего не будем, потому что, говорит, у нас рабочий день закончился. Это была пятница, да? Суббота. Что такое? Пятница, наверное, была вечер. Нет, был-то четверг, но был уже вечер, мы пока целый да, день вечер. возились. Да. Рабочий день закончился, говорит, будем смотреть завтра. И что вы думаете? На следующий день он мне просто с утра позвонил, говорит, Геннадий, машина, говорит, завелась, полпинка, все работает, все четко. Я такой, да? Говорит, проверили, все работает. Ну, как так вот, а? В тепле постояла, завелась. Ладно. Завелась, хорошо. Беру Ромку, опять сделали свои дела там по городу, поставили. На следующий день она у нас завелась. Ночь переночевала, она завелась опять. То есть не каждую ночь она, получается, включается. Утром завелась, мы покатались по городу, сделали свои дела. Закупили вот корыто вот это все. Родственник, муж моей родной сестры, попал в аварию. Вот видели уже в ролик. С этим разобрались. Наш Логан работал. На этом Логане приехали все домой. Все четко. Поставили во двор. Ночью, утром выходим. Не завелась. И вот такая вот беда у нас. Получается, опять искры нет. Вызываю опять автоэлектрика. Получается, тык, прозвонил. Все работает. Все датчики работают. Единственная ошибка, он не видит оборотов двигателя. Он сует компьютер, ноутбук, мозги, получается. Не видит оборотов. Ну, я кручу стартер, он не видит оборотов. Получается. Прозвонились у проводки, все работает. Все датчики, все работают. В чем может быть причина? Вот у кого что-то может, что было. В Сыктывкаре Ромка, племянник, посоветовал еще одного мастера. Сергей вроде бы, да? Не знаю. Вроде Серега. Ездили к нему, он почистил контакты. Дело может быть в контактах. Но, как мы поняли, уже дело не в контактах. И вот он предположил версию такую, что имбалайзер или как-то имбалайзер. Возможно, говорит, дело в нем. И теперь мы уже, не знаю, вчера, опять же, я вышел, думаю, если от нагрева оно срабатывает. Я взял фен, правда, который волосы сушит. Нет у меня профессионального фена пока, теплового, чтобы мощно дул. Я этим феном начал по очереди прогревать каждый датчик. Вот провод удлинил, грею один, допустим, нагрелся до тепла, теплый такой. Поставил машину, обогреватель Тосола поставил. Воткнули мы даже. Думаю, буду греть, если что. Не завелась.
Бесполезно. Грею по очередности каждый датчик. Грею. Нет. Другой, третий, по очереди. Контакты, все. Мозги прогрел, тепленькие стали такие комфортные. Нет. Вынес кипяток. Налил на выпускной коллектор, получается, а там тоже датчик, короче, долил, думаю, там может что-то не считывает. Короче, по очереди нагрел все части. Даже нагрел сзади бензонасос феном. Разобрал бензонасос, нагрел там все. Не завелась. Получается, машина, когда полностью немножко нагревается до комнатной температуры, буквально 15-20 минут в теплом гараже, она заводится. Я хотел найти по очереди все датчики, все работают. Проводку прозвонил электрик, все работает. Так что обращаюсь к вам, друзья. Кто-то, может, имеет опыт. С таким, может, кто-то сталкивался. Renault Logan 2008 года. 8-клапанный, да? 1.4 двигатель. Работает идеально. Все четко. Но вот у него такой вот каприз, что он хочет заведется, хочет не заведется. Бензонасос работает, искры нет. Не подает искру. Не видит датчик коленвала. Датчик работает, проводка работает. Мозги не видят обороты коленвала, получается. Естественно, не выдает искру. Вот такая вот проблема у меня. Зато Нивушка старушка катает В любой в мороз. любой мороз, да. Погазует, почернит немножко, покапает там у него с выхлопухи, но заведется и работает. Ходовая, да. Сейчас такие запчасти просто, что ходовую меняем каждый сезон, можно так сказать, но она работает, она выручает. Логан все хорошо, экономно, бензину мало есть, комфортно, тепло, уютно. Но вот эти капризы меня уже начинают доставать, что иногда же просто выходишь ребенка утром отвозить в школу, а и все. И на Нивушку скидываешь чехол, заводишь Ниву и тут. Как-то вот так вот. Заболтались. Что, по-маленький еще? И будем ждать ужина? Или давайте, наверное, уже прощаться. Мне кажется, ужин будет вам уже не интересен. Мы сегодня и так наболтались уже. Вот. Мы сейчас немножко с Романом посидим. Часиков 9 еще поужинаем. Ляжем спать, отдохнем. Ну а завтра с утра сделаем включение, скажем всем. Я забыл то, что между ужином и этими посиделками еще надо дров заготовить. Ну да, сейчас выйдем. Ну, может быть, еще пару кадров сделаем на ужине. Потому что времени у нас еще до 9 очень-очень много. Время только 23 минуты 7. Так что мы сейчас по маленькой. Выйдем еще. Сделаем дров на ночь. Ночка. Вот чем мне не нравятся вот эти январские, декабрьские рыбалки, это очень короткий день и очень длинные ночи. Просто устаешь в избе, но вот вы говорите, когда рыбалка будет, когда рыбалка будет. Почему вот эти ролики про рекламу туда-сюда, одно, другое, третье, самогон. Друзья, смысл ходить. Ходить на рыбалку из-за того, чтобы что-то снять, как мы в избе сидим, поговорим. Ну да, можно, конечно. Ну, нет смысла, вот, допустим, с середины декабря до середины января, по большому счету, вообще не вижу смысла ходить куда-то, тем более с ночевкой. Рыба не клюет, рыба не ловится практически. Ну, можно, если на лесную речку, там, на жареху, ты, конечно, поймаешь там. Ну, день, 3 часа, можно так сказать, по большому счету, световой. Сейчас, да, он на час подлиннее, но очень-очень короткий еще. Вот будет февраль, будет. Сейчас мы привезем буксировщик. Поездки будут. Не знаю, Роман, скорее всего, будет уже работать. Ну, как-нибудь на выходных все-таки будем стараться выходить, если получится, по-любому. Куда-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, на чем-нибудь. Все будет. Все будет как надо, родная. Давайте еще по маленькой. И будем, наверное, прощаться на сегодня. До завтра. Будет день, будет пища. Очень плохо, конечно, что здесь нет интернета. Так бы сейчас замутили прямой эфир, да? И ля-ля тополя можно было бы. Но. Нету интернета. Интернета нету. Даже связи здесь нету как таковой. Вот в одной точке сейчас вот здесь связи нет.
Мне даже никто позвонить не может. Вот сейчас вот этот гвоздик на столбик повешу, будет одна полосочка. А в морозы 2 полоски. Или 3. Вот. Ну ладненько. До завтра, друзья. Заболтались мы немножко. Разговорились. Но это соскучились, наверное, просто уже по таким вечерам. Скоро начнется. Надеюсь. Главное, чтобы было все хорошо. Будем двигаться, будем жить. Что, мне конфетку достал? Ну да. Ты не хочешь убрать? А потом чаем попьем. Все, до завтра. Пока-пока.